Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток. А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства Сары-Озеки, серединные земли желтых степей. В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана. А рога на могилу для чего ставят? Так ведь мы из рода оленя. Вот потому и ставим оленьи рога. Что все знают, что мы дети матери оленьи? А то бы этого никто не знал, да? Начало лета. Мне 5 или 6. Бабушка забрала меня с собой на Джайлоу. Кочевье, словно огромная змея, медленно движется вверх, в горы. Наверное, это было одно из последних массовых кочевий жителей Шекера. С приближением теплых летних дней все сельчане от мала до велика начинали готовиться к большой кочевке. Для нас, сельских ребят тех лет, подготовительные хлопоты и сама перекочевка на Джайлоу доставляли столько радости. Разобранные юрты навьючивались на спесивых верблюдов, лошадей и валов. Тысячные табуны, отары овец, люди – все устремлялись к великим горам, с вершин которых даже летом не сходил снег. Бабушка Аймкан разрешила мне ехать самостоятельно, на коне двухлетки. Я до сих пор помню этого жеребчика. Я буквально лопался от гордости от того, что у меня есть свой конь и отдельное седло. Стараясь не нарушать общего порядка каравана, мы, мальчишки, не упускали возможности погорцевать, красуясь друг перед другом. Мы очень дружили с Чингизом. Он любил нашу речку. Мы плыли вниз по течению, далеко-далеко. Вода была ледяной, но мы не замечали. Нам было весело и хорошо, и мы плыли все дальше и дальше. За это нам иногда и доставалось от бабушки Аймкан. Она была очень строгой. Когда Чингиз приезжал сюда, он все время радовался, глядя на речку. Он говорил: время идет, время изменяет людей, а наша речка, она все такая же, звонкая. Наступил день, когда мама объявила, что мы едем жить в Москву. Эти дни я помню очень хорошо. На перроне собрались все наши таласские родичи. Это долгое путешествие было, пожалуй, самым романтичным в моей жизни. Мы едем в Москву, к папе. Отец был человеком грамотным, он умел говорить по-русски, писать, говорить и по-киргизски. Это повлияло на его карьерный рост. С одной стороны, с другой стороны, он был очень такой, я думаю, обаятельный, очень привлекательный, умел говорить с людьми.
И вот это все его привело к тому, что его заметили и стали продвигать. Сначала он поехал в Ташкент. Он там себя показал очень подготовленным. Его отправили в Москву, в Коммунистический университет трудящихся Востока. Очень серьезные вопросы поручались ему. Его перекидывали с одного места на другое. И он фактически знал положение в республике. И, может быть, его готовили к тому, чтобы он стал первым лицом в Киргизии. Поезд в те времена ехал до Москвы ровно 5 суток. Но для меня эта поездка была очень интересной, ведь я впервые ехал на поезде. Пассажирам было не до нас. Они занимались своими делами, отсыпались, ели, пили. А мне так хотелось поделиться со всеми своей радостью, рассказать им, что я еду в Москву, что буду там жить и учиться, что там мой папа. Знакомая площадь 3 вокзалов, где я столько раз бывал, приезжая и уезжая из Москвы. Я любил, вырвавшись уже ближе к центру, на относительный простор, бродить по улицам, толкаться в букинистических магазинах, стоять у афиш и реклам. Почти безотчетно я двинулся в потоке прохожих вначале к Манежу, мимо дома Пашкова, на Волхонку, а оттуда к Пушкинскому музею. Не знаю, отчего на душе у меня было так покойно и благостно. Может быть, это от московских улиц в центре перед часом пик исходит такое умиротворение. «Слушай, паря, тебе не нужен билетик на концерт?» – предложил некий тип при ярком зеленом галстуке и в новых рыжих туфлях, которые ему явно жали. «На какой концерт?» – спросил я. «А кто его знает? Хор какой-то церковный из Болгарии». Библейские страсти в жертве вечерней сменялись суровыми пламенными песнями других мучеников за веру. Я не понимал, что происходило со мной в тот час, что приковало мои мысли и чувства с такой неотразимой силой к этим 10 певцам. Но гимны, которые они распевали, словно исходили от меня, от накопившихся боли, тревог и восторгов. Это был крик жизни, крик человека с вознесенными ввысь руками, говорящий о вековечной жажде утвердить себя, облегчить свою участь, найти точку опоры в необозримых просторах Вселенной. Почему-то вспомнилась мне мать в раннем детстве. Помню ясное зимнее утро, редко падающий снежок на бульваре. Она, глядя мне в лицо улыбающимися глазами, застегивает пуговицы на распахнутом моем пальтеце и что-то говорит. А я бегу от нее, и она весело догоняет меня. Чингиз Туракулович 1-2 класс учился в Москве. Закончил он 2 класс, и тут уже 1937 год, и такие тревожные информации в газетах. Буржуазные националисты Киргизии, там гнилая политика буржуазных националистов Киргизии. И там называлась его фамилия. Он чувствовал, что его должны арестовать. Он, естественно, переживал и решил предпринять меры. Куда нам было возвращаться? Во Фрунзе тоже было небезопасно. Единственный выход состоял в том, чтобы отправить нас на родину под защиту и опеку родственников. Наша судьба сама собой связалась с единственной точкой на земле, где мы могли бы переждать надвигающуюся беду. Этой точкой был Маймак, а точнее родина отца – село Шекер. Я не без ужаса ожидал, что кончится концерт,
в любимом мною Пушкинском музее, и мне предстоит отправиться на Казанский вокзал. Совсем в иной мир. И погрузиться в совсем иную жизнь, ту, что колобродит испокон веков в омутах суеты и коловращений, где божественные песни не звучат, да и ничего не значат. Но именно поэтому я должен быть там. Папа провожал нас с Казанского вокзала. Пока поезд стоял на перроне, он завел нас в купе, помог разместиться. Настало время прощаться. И я до сих пор хорошо помню слезы матери, помню героические попытки отца удержаться, помню, как дрожали уголки его губ. Мимо нашего купе суматошно сновали пассажиры, они, громко крича и ругаясь, искали свои места. Раздались свистки, отец сошел на перрон. Поезд постепенно набирал ход. И мама рассказывала, как он бежал по перрону за нашим вагоном прямо до конца и остался, говорит, махал руками, и видно было, что ему очень тяжело было это делать. Он остался один в Москве, и это было в августе, в конце августа. Не знаю почему, но я знал, что больше мы не встретимся с отцом, что в последний раз я вижу его. Уткнувшись в подушку, я горько рыдал, чувствуя в груди застывший комок, который, казалось, уже никогда не растает. Там, в купе, лежа на верхней полке, я глядел сквозь слезы на темень за окном и прощался с безмятежным детством, понимая, что теперь я, как старший мужчина в семье, ответственен за маму, братишку и 2 крохотных сестренок. Ну и что? Что тебе открылось в хождении по мукам? Вот она, жизнь, как она есть, и ты лицом к лицу с ней. Как и 100 лет назад народ едет в поезде откуда-то и куда-то, и ты один из пассажиров. Знаешь ли ты, от чего все это проистекает? В чем кроются причины? Молчишь, не знаешь, с какого конца подойти. А не ты ли рвался с неудержимой силой на стремнину жизни, чтобы хоть в чем-то изменить ее к лучшему? Около 2 часов ночи поезд остановился на станции Маймак. Нас встретили родственники, они разместили нас на телегах, и мы направились в село Шекер, на свою малую родину, где нам предстояло жить и расти. Сложился миф о талантливом писателе с национальной окраины империи. Здесь сами его произведения, они были как бы вторичны. Первичным было его позиционирование как таланта, самоучки, который стал таким только благодаря советской власти. И вот те мифы, которые были вокруг этого, они отметали то, что не укладывалось в эту систему, обходилось прошлое семьи, а на первый план выступало другое – интернационализм, идеологически правильное поведение.
Ну ты не обижайся, друг. Жизнь, брат, такая штука. Подкует на все 4 ноги. Зато потом не будешь кланяться всякому встречному камню на дороге. Хай. Директор школы на всякий случай не взял их в школу, детей, чтобы не обвинили его в том, что он взял в школу детей врага народа. Все ровесники уходят в школу, а мы остаемся одни. И мы, значит, вот за пояс заталкиваем учебники, и идем к реке, и сидим там, бросаем камушки. И вдруг едет один аксакал, останавливается, переехал он через речку, говорит: вы чьи дети? А мы, говорит, уже боимся сказать, чьи мы дети, опустили голову. Ну, он догадался, конечно, и говорит: никогда не опускайте голову, вы всегда с гордостью говорите, что вы дети Туракула. А почему вы не в школе? Ну, нас не приняли. Он говорит: завтра идите в школу, я скажу директору. А тогда был закон о всеобучии. Он говорил: вот если эти 2 детей не будут учиться, значит, ты нарушаешь этот закон, и тебя в тюрьму посадят. И он испугался и их взял в школу. Учитель, а я спросить хотела, а от чего люди умирают? Люди умирают, потому что они люди. А лошади умирают? Да, когда приходит время. А все люди умирают? Да, когда приходит время. И я? И ты. И вы? И я. И Ленин? Кто сказал тебе эту контрреволюцию? Дети, Суван, сын бедняка-батрака, говорит так байский прислужник. В советской школе не может быть байских прислужников. Иди, Суван, иди. Бай угостит тебя жирным бешбармаком. Иди! Дети! Мировой капитал ищет лазейку в наших рядах. Мировой капитал хочет нас всех убить. Меня, Алтынай, тебя! Года 2 назад в Киргизии где-то на каком-то мероприятии ко мне подошел довольно пожилой человек и сказал, что я знал твою бабушку, то есть мать отца, и я хочу тебе рассказать, ты должен знать это. Было время, когда у нее на руках было 4 ребенка, они жили в Шекере и очень-очень нуждались. Вот я видел то, что, говорит, у меня осталось в сердце, оно никогда не уйдет. Я видел, как твоя бабушка надевала очень большие мужские сапоги и медленно шла через колхозный ток. Таким образом, чтобы зерна попали за голенище. Потом она возвращалась, вытряхивала эти зерна, размалывала и готовила пищу детям. Началась война! Это во мне просыпались сказители об Атыре Манасе. Через меня обращались они к народу, на войну, на коней, на врага потомки Манаса. Это во мне плакали вдовы и матери. Мне было 14 лет. Я хорошо знал русский язык. Именно поэтому председатель нашего колхоза Калыбек Аке пригласил меня к себе в помощники, стать секретарем сельсовета.
Нам в колхоз нужен грамотный, честный и хороший человек. Кроме тебя подходящего нет. Сам факт того, что меня, сына врага народа, попросили занять в селе ответственный пост, не мог не радовать. Жизнь моя круто изменилась. Я писал отчеты, протоколы, составлял акты, решал повседневные проблемы жителей села, собирал налоги. Я долго привыкал к новым обязанностям. Трудно было мне, мальчишке, обходить дворы, просить, а порой требовать деньги у тех, кто не каждый день ел хлеб. Но была у меня еще одна обязанность, во много раз тяжелее, чем собирать налоги. Я должен был разносить похоронки, которые приходили на почту все чаще и чаще. Между собой люди их называли черными бумагами. Черные бумаги нельзя было относить просто так. Мы собирали старейшин аила и вместе с ближайшими родственниками семьи, потерявшей на войне сына или отца, шли к ним домой. Я читал и переводил русский текст на киргизский язык. В такие минуты во мне рождался протест. Почему именно я должен приносить известие о смерти? Односельчане по-доброму относились ко мне, но я всегда ощущал их внутреннее напряжение при моем появлении, особенно в те дни, когда приходила почта. Женщины, увидев меня, начинали голосить: «Не заходи к нам, проходи мимо, не приноси нам черную весть». В феврале 1943 года нашу семью постигло большое горе. Мы жили тогда в полуразрушенном глинобитном доме. Ух ты! О, Боже! О, люди! О, горе мое! Корову увели! Покарал меня Аллах. Казалось, непроглядная ночь сгустилась над нашими головами. Все плакали, не зная, что делать. Мое горе вылилось в твердое решение во что бы то ни стало найти вора и убить. Он у соседа взял ружье и пошел искать воров. Он хотел их найти, расстрелять. И когда он шел, такой злой, и вдруг старичок один на ишачке едет. Ну, он в своих таких чувствах даже не поздоровался с ним, как положено. А тут его остановил. Говорит: ты что, куда ты идешь? Кого-то убить хочешь? Он говорит: да, хочу убить. Что случилось? Ну, и он рассказал. И этот старик говорит: слушай, мне очень жаль, что так случилось. Мой совет тебе: не убивай никого. Не мучай себя чувством мести. Этих воров жизнь сама накажет. Они будут всю жизнь страдать из-за этого. А к тебе счастье придет. Ты сейчас возвращайся домой, иди к маме и отдай ружье, которое ты взял. Странно, но его тихий, проникновенный голос быстро растворил комок в моей груди. Гнев мой стал утихать, и я молча повернул домой. Пройдя несколько шагов, я обернулся. На дороге никого не было.
если бы удалось так сделать, написать такой материал, чтобы откликнулись на него многие-многие, как на кровное дело свое, как на пожар в собственном доме, как на беду собственных детей. Только тогда слово, подхваченное многими небеспристрастными людьми, может пересилить деньги и победить порок. Дай ты, Бог, чтоб так оно и получилось, чтобы сказано оно было не впустую, чтобы, если и вправду в начале было слово, то чтобы оно и осталось в своей изначальной силе. Но, Боже, опять же к Тебе обращаюсь. Что есть глагол перед звонкими деньгами? Что есть проповедь перед тайным пороком? Как одолеть словом материю зла? Я завтра уезжаю в город. Меня посылают учиться. Что? Я хочу рисовать. Что? Хочу стать художником. Что ж, поезжай. Оперились вы по-своему, крыльями машете. Да откуда нам знать, высоко ли вы взлетите? Его жизнь, его творчество, его успех были совсем неоднозначны. Пожалуй, наиболее неоднозначным это воспринималось у него на родине. Зависть, непонимание, желание использовать его. Использовать его было сложно, и это раздражало власть имущих. Вставал вопрос очень простой. Мы вершим судьбы мира, а ты кто такой? Мы распоряжаемся всем на этой земле, в этой стране, и ты всего лишь один из тех, кому мы можем сказать, как надо действовать, а как не надо. Вот что за ферма. Так и передай своему новому председателю. Я Гульсары не отдам. Он у меня табунный жеребец. Маток кроет. Танеке, ну мы вместе него 5 жеребцов дадим. Никакая матка холостая не останется. Не нужны мне ваши жеребцы. Что, твоему председателю не на чем ездить, что ли? А? Почему именно Гульсары? Как же так? Председатель руководитель наш. Уважение стало быть ему. Он в район ездит, к нему люди приезжают. Все знают, что у нас есть такой и находится. Председатель на виду. При народе, так сказать. Что так сказать? На другом коне его признавать не будут? Помню, на партсобрании выступил наш классик. Нельзя издавать такие книги. Жаль, что у меня нет сейчас камчи. Айтматов присутствует здесь, я бы с удовольствием отстегал его. Из разных мест доносилось правильно, это влияние буржуазии, классовые враги не дремлют. Но моя повесть «Джамиля» уже имела международный успех. Она вышла в журнале «Новый мир», возглавлял который Александр Твардовский. В нашу первую встречу Александр Трифонович посоветовал мне писать сразу на 2 языках – русском и киргизском, но печатать сначала в Москве на русском, чтобы обезопасить себя от местных портократов. Если бы я не послушался старшего друга, то повесть «Прощай, Гульсары» умерла бы, не появившись на свет. Молодец! Молодец, Гульсары! Ну давай, побегай, побегай! Бежал Гульсары, кружил ему голову табунный дух, запах кобыльего молока, запах жеребят, запах полынного ветра. Бежал Гульсары, не подозревая, что погоня уже мчится за ним. В конце 60-х
Его пригласили на Лубянку к человеку, который по тем временам был главным цензором. Его просили переделать концовку его книги «Белый пароход». В конце главный герой, маленький мальчик, он погибает. Цензура просила его сделать по-другому. Мальчик должен был выжить и в белой рубашке с красным галстуком во главе пионерского отряда крупным планом пройти, значит, по сцене с тем, чтобы это был типичный советский хэппи-энд. Он не пошел на это. А ну посвети, что-то плохо видно стало. Встань сюда, болван. Эй, вот умрет твой дед, я эти рога ему на могилу поставлю. Пусть все знают, в каком почете и уважении он у нас жил. В конце перестройки, на волне вот такого радикального национализма, ему пришлось принимать участие в примирении киргизской общины и узбекской, уже в качестве члена президентского совета на юге, так называемые Ошские события. Вот эта волна радикализма, которая привела к многочисленным жертвам, пожалуй, это было то, с чем он, как художник, не мог согласиться. Чокнутый, ты фанатик собственного идиотизма. Потому ты и подался сюда, иначе что бы тебя сюда занесло? Прибыл, стало быть, с благородной целью этаким мессией, чтобы открыть глаза нам, падшим. Прибыл распространять извечные спасительные идеи, от которых, как мочой за 3 версты, несет прописными истинами. Прибыл отвратить нас от зла, чтобы мы раскаялись, изменились, чтобы приняли обожаемые тобой стандарты тотального сознания. Послушай, да ты настоящий идиот. Я перед Богом и перед собой в ответе за всех вас. Тебе, быть может, не понять этого. Отец! Отец! Мне с ними плохо. Ты слышишь меня? Больше я не хочу здесь оставаться. Я хочу к тебе. Я поплыву к тебе рыбой. Я поплыву к тебе рыбой. Авдий лежал там же, в кювете подле железной дороги, куда скатился с откоса, когда его сбросили с поезда. Первое, что он подумал, где я? Кажется, дождь. Авдий не хотел прятаться от дождя, даже если бы и мог. Он понимал, что этот живительный дождь ему необходим. И он сказал тому, которого уводили от Понтия Пилата на Голгофу: «Учитель, я здесь. Что мне делать, чтобы вызволить тебя? Что мне делать, Господи? Как мне спасти тебя? О, как мне страшно за тебя теперь, когда я вновь ожил». Переделкино. Это старый дом, где в последнее время он бывал нечасто, но свой московский период жизни он любил здесь жить, работал. Когда он увидел, как рвутся годами наработанные связи, тогда, когда вот творческая интеллигенция постсоветских стран попала в определенный вакуум общения, он думал о том, что здесь
в этом доме. Можно было бы сделать что-то вроде места встречи тех людей, которые оказались разделенными суверенитетами, границами, но близкими по духу, коллегами по творчеству, потому что всегда считал, что Москва – это именно то место, где надо общаться. Он всегда прекрасно понимал, что Москва – это та площадка для очень многих заявить о себе. Это то место, где переводились многие произведения, тот город, где многие писатели получили путевку в большую литературу. После того, как он ушел из этой жизни, мы пытались каким-то образом реализовать эту идею. Но времена, видимо, другие. Нам не удалось договориться с Международным литературным фондом. И, наверное, это вот одни из последних дней, когда мы находимся в этом доме. Поезда разминулись. Один ушел на восток, другой – на запад. Опустели на какое-то время разъездные пути Баранлы-Буранного. И сразу все обнажилось вокруг. Звезды с темного неба засветились вроде сильнее, отчетливее. И ветер резвее загудел по откосам, по шпалам, по гравийному настилу между слабо позванивающими, пощелкивающими рельсами. 힘이 졸고 설럽들 장가산 가서도 타는 거를 위에 장가창하고 술 Дни утекли, как песок. Несчетные ночи ушли чередой безвозвратно. В этом мире с тех пор столько душ пребывало, сколько камней есть на свете. Среди них великие были люди, и безвестные были. Были добрые люди и злые, силачи гороподобные были, батыры тигроподобные были, мудрецы всезнающие были, мастера все умеющие были, от которых остались теперь лишь их имена. В этом мире только звезды извечны, что правят свой путь при извечной луне. А на земле только память людская жива. А самому же человеку путь отмерен короткий, как расстояние между бровями. Только мысль бессмертна, от человека к человеку идущая, только слово извечно, от потомков к потомкам идущее.